Ингушский народ славится не только своей древней самобытной культурой, искусством, традициями и обычаями, но и людьми, которые своим трудом и упорством достигают невероятных успехов, к которым мы можем отнести и героя нашего сюжета, проректора по научной работе Ингушского государственного университета, доктора химических наук, профессора Захидат Султыгову. Она родилась в Кокчетавской области Казахстана в небольшой, но образованной семье. Отец Хасан Султыгов – герой войны. До начала Великой Отечественной преподавал в школе. Дедушка по материнской линии был заведующим районо. Мать тоже училась, но отлично окончила школу. Захидат Хасановна признается, что семья их была большая и дружная. 4 брата и 2 сестры. И родители стремились, чтобы каждый из них получил хорошее образование. И все было нацелено на то, чтобы дети учились. Потому что он начал работать, мы приехали с Фрунзе, начали жить в Троицкой, он был заведующим мельницей. И вот мы лет 5-6 проучились в школе в Троицкой. И затем отец, решил, и мать, и отец, что в Троицкой школы менее сильные, переехать в город только из-за детей, чтобы дети учились более лучше, получили образование школьное. Мы переехали в Грозный. В Грозном Захидат Хасановна окончила 18-ю школу, затем поступила в нефтяной институт по специальности инженер-технолог, после аспирантуру Московского технологического университета. И в 1984 году она защищает кандидатскую диссертацию и становится кандидатом химических наук. У меня возник вопрос, почему она выбрала химию как сферу деятельности, которая достигнет успеха впоследствии. Ответ был на поверхности. Школьный учитель, которая привила любовь к этой науке. Химией начала заниматься вот уже выпускной класс, когда был очень сильный преподаватель, была с нефтяного института Людмила Ивановна Вуч, от которой, честно говоря, мне привила, может быть, и любовь, знания я в основном получила благодаря ей по химии. И с тех пор у меня пошло увлекаться начала химией. И затем уже, когда поступила в вуз, тоже получилось так, что и научная работа выпускная тоже была связана с химией. И вот таким образом. В 2005 году Захидат Султыгова становится доктором химических наук. Таких успехов в научном мире, где ингушских женщин не так-то много, она достигла не только благодаря упорному труду, но и поддержке семьи. Сейчас буквально недавно не стала матери, я вспоминаю все время, даже я участие, будучи студенткой, участвовала, конференция была всероссийская научная студенческая конференция. Я стала там, получила, грамоту, все такое. И с тех пор, и начиная и раньше даже, конечно, очень сильно поддерживала, не то что поддерживала, радовалась успехам. Родители радовались успехам, и мать, и отец. Я рассказывала, что как только грамоту, диплом получила, все, она постоянно при себе ночами вставала, любовалась, читала. И чтобы порадовать этих родителей, честно говоря, любому успеху, которому я, допустим, достигла, я благодарна только родителям. Начинала свой трудовой путь Захидат Хасановна инженером-химиком в лаборатории одного из предприятий в Грозном в 1975 году. А после окончания аспирантуры в Московском технологическом институте проработала на кафедре аналитической химии под руководством доктора химических наук, профессора Юрия Аркадьевича Кличко. А с образованием Республики Ингушетия и созданием университета трудилась над созданием кафедры химии. Захидат Хасановна отмечает, что было сложно, потому что ни лаборатории, ни профессорско-преподавательского состава на тот момент не было. Кандидат химических наук я была единственная, потому что не было у нас не только в химии, в области химии, но и в других направлениях остепененных было очень мало. Кафедры были, в принципе, оголенные. И поэтому, что касается кафедры химии, ее создавать было очень сложно. Почему? Потому что требовалась и какая-то приборная база, и химические реактивы и так далее. Поэтому мы, можно сказать, и финансирования как такового не было особенно. И поэтому создавали просто с чистого листа все. Как-то сложилась у нас кафедра, и люди как-то подбирались.
Со временем открылась и кафедра, и факультет, а сегодня при Ингушском государственном университете открыт инжиниринговый центр, где есть самые разные лаборатории. Здесь аспиранты ведут научную и исследовательскую работу. Рашид Асмиев – один из молодых аспирантов научного центра. Он отмечает, что исследования, которые они проводят сегодня, могут принести пользу в будущем. Моя работа заключается в лаборатории. Это у нас производство фуллерен, содержащей сажи, и анализ произведенного продукта. Например, при модификации фуллеренами сорбционного материала это используется для очистки водных систем, то есть это чистая вода, в частности от нефтепродуктов, тяжелых ионов тяжелых металлов. Почти всегда мы работаем с Захидат Хасановной, иногда это напрямую, иногда через других наших непосредственных руководителей. Захидат Хасановна оказывает нам большую поддержку студентам, работникам, научным работникам, как кафедры химии, так и инженерного центра. Помогает нам как-то, мотивирует нас на выездные конференции, на публикации, то есть даже на саморазвитие. Ну, наука – это для меня, честно говоря, это все. Наука – это все, потому что есть… Вот когда ты видишь талантливых, способных студентов, которые увлеченно занимаются исследовательской работой, естественно, и ты сам подтягиваешься, и хочется, конечно, с такими… А у нас таких студентов много, немало. И во всех направлениях, не только в химии, в области химии, но и по другим направлениям. Поэтому это как-то дает стимул, интересно, конечно. И вообще наука – это… Когда вот я работала, училась в аспирантуре и занималась наукой, я просто часто над этим думала. Вот то, что, допустим, какие-то открытия, мне так, по крайней мере, казалось, в своей области какие-то ты делаешь впервые. Не то, что казалось, оно так и есть. Там какая исследовательская работа научная, она и вообще диссертация кандидатская там и должна быть новизна. Естественно, ты какие-то делаешь первые шаги в каком-то направлении, и, конечно, от этого получаешь огромное удовлетворение, знаешь, что это ты только можешь, а никто до тебя не занимался и не открывал вот эти вот какие-то моменты в науке. Председатель учебного методического совета Шансудин Хашигульгов знаком с Захидат Султыговой уже много лет. И он отмечает в ней не только профессиональные качества, но и человеческие. С профессором Захидат Хасановной Султыговой я знаком с начала организации нашего Ингушского государственного университета. Я знаю ее очень давно. И родителей знал, которые были достойными сыновьями, и отец, и мать, которые, к сожалению, сейчас нет в живых. Захидат Хасановна с первых дней нашего знакомства показала себя как профессионал с большой буквы. Она очень хорошо отзывается о своих студентах, о своих коллегах. Значит, ее вот положительные качества, грамотность, профессионализм, это нельзя отнять от нее. Я повторяю, что она очень многое сделала и делает для развития Ингушского государственного университета. И особенно ее заслуга в открытии инженерного центра Ингушского госуниверситета. Это инжиниринговый центр пользуется уже большой популярностью не только среди вузов Северного Кавказа, но и далеко за пределами Северного Кавказа, за пределами нашей республики, за пределами не только нашего государства, но и за границей. Об этом уже говорят. Дело матери продолжил и сын Захидат Хасановны Алихан Тангиев. Он является видным ученым на Западе. Сейчас работает в Йоханнесбурге. Она радуется за его успехи. Мотивация вот на учебу нацелена была в семье очень серьезно. Все дети, чтобы как-то цель ставилась учиться. И дальше, раньше же поступать в вузы не так легко было, поэтому учиться в школе требования были тоже серьезные, как в свое время обычно. И сейчас, естественно, нелегко. Но тогда совсем сложно было, да.
Наука не стоит на месте. Постоянно мы слышим о новых открытиях. Свой вклад вносят и наши ученые. С открытием новых корпусов, лабораторий, приобретением современного оборудования этот процесс пойдет значительно быстрее. Но самое главное в этом деле – это люди, которые и помогут, и поддержат, и продвинут вперед. К таким без сомнения относится и проректор по научной работе Захидат Хасановна Султыкова.